Маждался, Хамсарнокус, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Я снимаю уже второй ролик, первый ролик у меня уже зашел, наверное, отдала Ибрагиму, чтобы он его выпустил. Ну, первый ролик, можно сказать, просто ни о чем, мой небольшой завтрак сегодня, решила с этого начать сегодняшний день. А сейчас у меня заказ, ну и будем этот заказ выполнять с вами. Заказ на сладкие пироги у меня никогда не было, я не знаю. Ну, раз попросила женщина, я его сделаю все-таки. Но мои пироги, которые я пеку, это не такие пироги, как продаются в магазинах, я не знаю. Там, наверное, как-то по-другому их делают. Ну, раз она хочет, и женщина, которая заказывала, ну, она заказывает как, не сама, а через кого-то, она говорит, она хочет, чтобы именно покупать только у тебя. Поэтому сделаю для нее этот пирог тоже. И 3 килограмма пельменей мне сегодня нужно ей налепить. И у меня был когда-то заказ, по 5 килограмм было мант, пельменей и вареников с картошкой. Я не могу найти номер этого человека, я ей заказ не выполнила, и не знаю, налепила, но уже их отдала в другое место, потому что, я не знаю, вроде бы все пересмотрела, все перечитала. Я не сохранила этот номер, к сожалению, я не знаю, кто мне заказывал, так что если кто-то из моих подписчиков, извините, если они еще нужны, это актуально, перепишите мне еще раз. Вот так. Ну, вот так вот. Как я говорила, сегодня очень солнечно и тепло у нас на улице, прям такая благодать. Были бы много у меня под навесом, кое-что нужно сделать, убрать сегодня. Ну, это потом. Сейчас мы будем с вами замешивать тесто, а пока будет подходить это тесто, я буду уже делать тесто на пельмени, готовить фарш, и за это время подойдет у нас и это тесто. Так, ну вот, я подготовила немножко для того, чтобы как сделать пирог. Так, для пирога у меня литр молока теплого, 5 яиц, ну тут сколько, на 5, на 4, на 5 пирогов получается это тесто, друзья. Я это все вместе соединяю. Так, 300 грамм сахара. Сюда же масло 180 грамм. Так, щепоточку соли, немножечко буквально. Немножко дам подойти типа опары, но это не будет опара, а потом мы замесим тесто. И 2 столовые ложки дрожжей. Просто минут 10 оставим, чтобы дрожжи наши заработали. Ну и 2-3 ложечки муки. Так, ну вот, все. Теперь просто накроем крышкой и минут 10 пускай постоит. Так, друзья, ну, опара наша подошла, ну, опара. Все, теперь замесим тесто. И замесим, ну, не крутое тесто. Ну и, конечно, не такое жидкое, как у меня на лепешке.
буду томить. Так, чашу я смазала. Смажу растительным маслом. Вот, переложим теперь сюда. Немножко маслом перемнем. Все, и в теплое место где-то на час все равно оно должно постоять. И, друзья, тесто наше подошло. Оно еще, дрожжи, значит, были хорошие. Даже часа нет, как оно стоит. Сейчас просто еще раз я ему дам еще раз подойти. Так, в описании я ставлю, наверное, на 1 пирог сколько всего надо, потому что забыла взвесить муку, я-то не взвешиваю никогда. Но у меня есть рецепт на 1 пирог, и я в описании оставлю, чтобы знать, сколько муки вам надо было, да, если кому-то интересно. Так, пусть теперь стоит здесь, в комнате уже тепло, а то я прям у печки ставила, и оно быстро подошло. Так, друзья, тесто, как видите, подошло. А я еще не приступила к тесту для пельменей. То посуду помыла, то уже и время намаза. Короче, обед. Так, сейчас смажу руки, наверное, растительным маслом, чтобы не прилипало. Я сейчас быстро 1 пирог положу, чтобы он испекся. Остальное пока не буду запекать. Вернее, выпекать пирог. Потом вечером. Это тесто прекрасно хранится в морозильнике. Так, сейчас, значит, для основы пирога мне нужно 500 грамм теста, а сверху 250. Расщедрилась. Все. Сейчас. Все, но это я потом разделю и положу в холодильник. Так, сейчас включу газовую. Хотела сказать плиту, включу духовку. В этом противне сделать застелю пергаментной бумагой. Так. Тесто мягкое, воздушное вроде бы, друзья. Дрожжи недавно же покупала, должны быть свежие. Вообще вот
наши девочки, кто у меня в группе, вот кулинарная, о которой я говорила, она мне свой рецепт дала, но я еще не делала. По ее рецепту она говорит, что никогда не пользуется сухими дрожжами, а покупает свежие дрожжи. Ну, надо будет тоже мне заняться этими. Когда-то я тоже пользовалась этими дрожжами, но очень давно, очень давно. Они у нас есть, только они у нас в таких крайне редких магазинах продаются. Так. Так, повидло у меня, помните, летом я делала абрикосово-апельсиновое. Очень вкусное. Ну, почему-то у меня вот Ибрагим не любит это повидло. Он обожает из яблок. Там немножко приготовила, но надо будет яблочное еще сделать повидло. У меня там есть яблоки. Мы по 20 рублей покупали как-то, когда ездила к сестре в больницу. Там по пути зашли в такой магазинчик, у них было по 20 рублей были яблоки. Ну, свои, со своего сада. Прям тесто нежное-нежное, прям к руке. Не знаю, как будет пирог. Повторюсь еще раз, я никогда сладкие пироги не продавала. Скорее всего, я этот пирог даже не возьму за него деньги. Я его отправлю просто так. Если им понравится, то потом будут заказывать уже. Так. Первый пирог будет как садака. Хотя о садака не принято говорить, да? Наверное, эти тоже испеку и раздам тоже. Не буду даже в морозильник класть, но чуть-чуть попозже. Я просто сейчас в холодильник поставлю. Пришла оттуда, не принесла полотенце. Вчера все в стирку убрала.
Ну, застелю, наверное, этой бумагой. Не хочу сейчас туда идти. Пусть подходит. Ждем, пока подойдет. Хотя отсюда нужно убрать. Будет подходить в другом месте, да? Ну, чуть-чуть. А то мне нужно. Стол нужен. Вот так вот. Все, пусть подходит. Это тесто пока убираем в холодильник. Так, друзья, все, пирог подошел наш. Вот так вот. Сейчас мы его обмажем яйцом. Только бы он у меня не упал, да? Надо осторожно. И в духовку. Так, ну вот, обмазали яйцо. Теперь я посыплю кунжутом. И надеюсь, он получится. Я очень переживаю, потому что действительно я не продавала пирогов. Хоть я же сказала, что я не собираюсь его продавать, но мне бы хотелось, чтобы он им понравился. Хотя моим домашним он всегда нравился. Сейчас только что звонила Мадина. Детки немного получше. Правда, Аиша... Пришлось Аишку на антибиотики посадить, потому что там у нее уже бактериальная, не вирусная. И она мне говорит: мам, что ты делаешь? Я говорю: пирог делаю. Зачем? Просто так? Я говорю: ну, на заказ. А там, говорит, лишнее тесто есть? Я говорю: есть. Ну тогда пускай, говорит, один пирог в Назрань приедет. Так что, наверное, и в Назрань поедет один пирог. Так, ну все, в духовку. Друзья, значит, хотя у меня тут нет никакого градусника, ну пусть будет на 200 градусов, если у вас там по градусам есть, посмотреть, на 20-25 минут. А так смотрите по своей духовке, чтобы пропекся хорошо до такой румяной корочки, наверное. Ой, мальчики. Мы никак стекло не поставим на эту духовку. И теперь я приступаю к пельменям. Быстро замешу тесто. Пирог уже печется, аромат такой, друзья. И вот как удерживаться, да? Не поесть горячего пирога. Я же вам говорила, что пироги, булочки я люблю в горячем виде. В холодном виде, пускай они там хоть вагонами стоят, я их не люблю. Но в горячем виде как раз... Когда вот так нельзя есть, я обожаю. Так, значит, так, друзья, у меня очень много вопросов по тестомесу, по тестораскатке. На некоторые я отвечала, на некоторые не отвечала. Зайдите, у меня есть ролик «Мои помощники». Там под роликом стоят 3 контактных номера. И еще, друзья, на сайтах, в интернет-магазинах мои подруги, мои знакомые, мои подписчики покупали, говорят, даже дешевле. Вот в интернет-магазинах, я не могу сказать сейчас там на каких сайтах, но забейте, они выскакивают. Забейте в гугле, загуглите, что вот тестомес, тестораскатка такой фирмы или другой фирмы. И они выходят, и вот у них даже говорят дешевле, чем там, где я покупала. Так что посмотрите. Татьяна Гера, блогер, моя тоже знакомая, она купила после меня, вот она купила именно в интернет-магазине. Так что вот посмотрите сами. А так, если хотите, где вот я покупала, тестомес мне покупали в Владикавказе, тестомес покупали в Чечне, а тестораскатку покупали во Владикавказе. Но там у меня в этом ролике есть и Владикавказ, и Чеченская республика, и у нас в Ингушетии. Но у нас в Ингушетии, к сожалению, они дороже. Так, значит, включаю свой тестомес. Засыпаю муку. Так, муки у меня
У меня тесто я тоже оставлю в описании, хотя его очень много у меня на канале. Пока 1,5 килограмма, а вообще тесто из 2 килограмм муки, друзья. Так, столовую ложку соли. Так, вот такой, с горкой, чтобы она была. 4-5 столовых ложек растительного масла. Но я сейчас сначала налью водички. Пока пол-литра. Раз, два, три, 4, 5 ложек. Так, взвешу еще полкилограмма муки. Так, что-то пирогом сильно запахло, надо будет посмотреть. Так. Засыпем еще полкилограмма муки. Это всего получается 2 килограмма муки. Так, ну сейчас немножко оставлю, потому что эта мука у меня еще та, которая ползет. Я макву покупала, она у меня закончилась. Посмотрю, как пирог там. Ну вот минуты 3 месяца теста. Теперь нужно с открытым люком, да, с открытой крышкой месить. Вот видите, оно замешивается. Воду я не стала подливать, как видите, вот она осталась у меня 100 миллилитров. Дело в том, что у меня вот именно этот мешок муки с плохой клейковиной, можно сказать, наверное, да, хотя мне сказали, что это зависит от белка. Вот на этом мешке я не смогла посмотреть, на этикетке не было, не видно сколько там процентов, но вот на макве было 12 там процентов белка, вот это вот, да, действительно была хорошая мука. А это вот, видите, сейчас оно вроде бы крутое, да, хорошее такое крутое тесто, но буквально полежит час, уже бывает очень даже, вот, ну, через тесто-раскатку бывает сложно его перекрутить, потому что оно начинает немножко так разжижаться, или как сказать правильно, я не знаю. Ну, наверное, уже все, больше замешивать не надо, как вы видите. Вот. И вы знаете, вот, ну, шикарная вещь. Меня спрашивали, довольна ли я и тестомесом, и тесто-раскаткой. Я безумно довольна. Потому что, ну, никаких усилий мне не надо, руки не устают. Так что это просто действительно помощники, друзья. Ну вот, друзья, тесто готово. Я даже сейчас не буду его перемешивать, вместе соединять, а сразу же положу в кулечек. Я раньше все-таки его немножко замешивала, но, посмотрев мою подругу Зинаиду Копьеву с канала просто женщина Зинаида Копьева, она вообще это крутое делает, и только через какое-то время начинает нормально все соединять. Я решила тоже. И очень удобно, не надо вообще никаких усилий. Все, оно лежит минут 15-20. А тем временем у нас уже пирог готов, друзья. Я его вынула из духовки. Так. Ну вот такой он. Хорошенький, зажаристый. Сейчас я хочу его немножко... Сделала глазурь такую, ну не глазурь, а просто сироп, не глазурь, сироп, чтобы немножко блестел, да. Так, я не люблю ванилин, поэтому в тесто его не добавляла, но от того, что я не люблю, люди, наверное, любят. Я ванилинчик. Так, вот я ищу щетку, а щеточку, кисточку здесь. Сюда добавила водичку, немножко ванилина, чтобы был аромат. И все, немножко так обмажу. Вроде бы нормально, да? Мне кажется. Сейчас сразу же положу второй.
Пускай потихонечку пекутся. Не буду замораживать это тесто. Мадине отошлю, соседям отдам. Пусть будет сегодня такой день. Так. Так. Вроде бы не подгорел, не прилип. Но он получается такой отрывной. Вроде бы нормально. Но посмотрим. Еще, может быть, следующий будет еще красивее. Следующий отдадим. Все равно у меня заказ не готов. Ну вот, друзья, пока мое тесто отдыхает, я и второй пирог делаю. Так, все-таки постараюсь. Мне кажется, он немножко перепекся тот. Его оставить немного. Хотя сверху он очень красивый, но внизу немножечко, мне кажется, пережарился. Поэтому вот этот вот я постараюсь испечь немножко побелее. А так очень получился он воздушный. У меня сегодня был обед. Очень сытный. Я даже не доела до конца. Гречка с мясом и с овощами. Так, если даже вы не на правильном питании, а хотите хотя бы немножко скинуть, давайте пейте воду. Я себя с трудом приучила к этой воде. Пейте водичку. Не ешьте после 7, по крайней мере. И на ночь не есть ничего мучного. И углеводов никаких не есть. Лучше просто съесть кусочек мяса с овощами на ночь. Вот так вот. Ну, больно умничать не буду. Я сама в этом еще ничего не знаю. Так, я еще попробовала вот так вот оформить пирог. Не знаю, как он у меня получился. Ну, пусть будет еще и таким. Это я между теми двумя, что вам показывала, пирогами сделала. Вроде бы подошел красивенько. Пусть будет так. Но не умею я оформлять эти пироги, поэтому закрытые делаю, если честно. Мне так легче. Что не умею, то не умею. Печь пироги, украшать торты или торты. Это искусство. Это человек должен быть художником. А у меня по рисованию всегда была 4, прям с 1 класса. И то, наверное, натягивали 4. Потому что я не умела я рисовать, не получалось у меня. И геометрия всегда хромала у меня. Это не мое. Чертежи, рисование. Это не мое. Так. Ну, правда, если бы у нас здесь были какие-то вот хорошие курсы, пускай мне много лет, но я бы пошла на обучение однозначно. Просто ради интереса даже. Но у нас их нет. Есть, но это все ерунда. Все, и теперь снова в духовочку. Так, а я тем временем пойду помолюсь. Уже время после обеденного намаза.
Ну, наконец-то я дошла до теста. Сейчас перемешу тесто. Положила один пирог поставила в духовку, второй еще положила в форму. Так что сегодня день пирогов. Только не смейтесь над моими пирогами. Я вам заранее сказала, что я не профи. Так, ну, как видите, тесто прекрасное. Здесь совершенно не нужна мука. Вот какое оно. И это тесто у меня для всего, друзья. И для пельменей, и для вареников, и для мант, и для чебуреков. Хоть там мне кто-то и писал, что для мант должно быть другое тесто. Не знаю, я всю жизнь леплю из этого теста. Ну, как всю жизнь. Последние 6 лет, 5-6 лет леплю на этом тесте, и ничего никто не жалуется. На вкус очень вкусно. Так, ну а мясо я уже, правда, приготовила без вас. Тут килограмм постной говядины, добавила 150 грамм жира говяжьего, полкило лука, чайную ложку соли и красный черный перец. Это уже на ваше усмотрение. И все хорошо перемешала. Все, вот такой вот фарш. Я не люблю, когда он водянистый. Воду я не добавляю. Все, сейчас будем лепить. Так, ну вот, я уже начала лепить пельмешки. Пока положу пленочку, чтобы тесто не заветривалось. И быстро будем лепить. Жарко от духовки. Сейчас даже думаю, друзья, может быть, мне не готовить себе ужин. Что-то я вообще даже не голодная. А уже 4 часа вечера. Так, сделаю пельмешки и пойду на ходьбу. Надо немножко походить, а то уже 2 дня не ходила. Не получается каждый день. Хотелось бы, конечно, каждый день, но не получается. А так, позавчера, да, вчера, потому что была у Мадины, не получилось у меня. Перед тем, по-моему, был заказ. Вот сегодня, может быть, если никто не придет, то сегодня похожу, пошагаю. Я иногда и 4000 шагов делаю, иногда и 6000, было даже 9000 шагов делала. Когда как. Если сильно устаю, конечно, я иду домой. Так, вот видите, не умею сидя лепить. Было бы здорово, да? Но я все-таки сейчас попробую сесть и лепить сидя. Ну все, не буду вас тревожить. И, друзья, я все-таки решила поужинать. Вот такая вот запеченная грудка под сыром у меня. И салатик. Ну, не салатик, а нарезка овощная. Мои дорогие, вот объем моей работы. Так, пельмени у меня в том доме еще стоят. Это просто пока вот 2 лотка здесь. Просто вынула, чтобы вам показать. Они уже начали подмерзать. Я быстро сейчас их поставлю в морозилку. Испекла 4 пирога. Один вон стоит. Уже поели. Кусочки только. Этот пирог более красивый, который получился, я отправлю заказчице. А эти 2 отдам Сарин. Отдам Садако, сделаю такое. Короче, вот так вот. Вот такой объем работы у меня сегодня. На этом я хочу закончить свой влог. Сейчас, пока они будут подмораживаться, я немножко пошагаю. Я сама поужинала, своих покормила. Короче,
Кто молодец, да? Ну вот так вот, друзья, на этом я сегодняшний влог свой заканчиваю. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяшта лучше. Как-то так у нас сегодня.